В России стартовал год семьи. Об этом было объявлено 22 января на Всероссийском семейном форуме «Родные, любимые», прошедшем в Москве. Татарстан на форуме представляла большая семья Гайфуллиных-Сафиных из Набережных Челнов. Их общий трудовой стаж на КАМАЗе составляет, вы только подумайте, 279 лет. В нашей республике на этой неделе также чествовали многодетные семьи. Для них организовали прием в Казанском Кремле с участием президента моего сердца Рустама Минниханова. Подробности в репортаже Тимура Бекмурзина. Вы верите в совпадения, а вернее в чудеса. Я лично не просто верю, а даже не сомневаюсь, что все в этом мире не случайно, а очень даже логично и правильно. Ну правильно же, что 100-й ребенок в этом новом году в Нижнекамске, объявленном в России годом семьи, родился в многодетной семье Кильдеевых. 5-й по счету мальчик Булат на радость родителям Марату и Альфие и младшим братишкам. Не менее счастливыми в день выписки малыша выглядели и начальник управления ЗАГС Нижнекамского района Гузалия Сагитова. Рада, что у вас такое событие произошло в жизни, да, рождение 5-го ребенка. Вот он о себе заявляет громко. Молодец. И на этой же неделе совпадение, не думаю, Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепил статус многодетных семей и определил их меры поддержки. Случилось это в дни проведения первого всероссийского форума «Родные, любимые», название-то какое душевное, посвященного традиционным семейным ценностям и объединению поколений. Многодетная семья – это опора страны. Да вообще семья, но многодетная тем более, это опора. Почему многодетная так важна? Да потому что там, это знаете лучше, чем я, потому что здесь воспитываются те вот основные качества человека, на которых, собственно говоря, и семья держится, и страна. Уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие. А вот и первая ласточка. Всероссийский семейный конкурс «Династии России». Всего 250 семей со всех регионов страны. И каждая со своим уникальным секретом семейного счастья и благополучия. Конкурс собрал тысячи гостей, стал фишкой всего форума и более чем символично, что прошел он, конечно, на площадке выставки России, где представлены стенды всех регионов страны. Татарстан представляла семья Гайфуллиных-Сафиных из Набережных Челнов. И как представляла? Песней, танцами и традиционными татарскими угощениями. Красивая, трудолюбивая семья, 3 поколения, которые преданы заводу и городу. Общий трудовой стаж Гайфуллиных-Сафиных на КАМАЗе 279 лет. Зарядили всех позитивной и доброй энергией. Вот здесь, которые стоящие, они от первых камней этого гиганта завода до сегодняшнего дня всю историю КАМАЗа прошли, на своих плечах, как говорится. Это их судьба. КАМАЗ – это судьба этой семьи. Стенд Республики Татарстан по-хорошему удивлял, радовал и угощал. Не только вкуснейшей выпечкой, но и яркими конкурсами, викторинами и, конечно, подарками. Идите на ВБ. Приятным сюрпризом для всех гостей стал главный приз. Ни много ни мало семейный тур в Казань. Никак не ожидали. С такого количества билетов там. Конечно, очень приятно, что выпала такая возможность поехать в Казань. И пока династия Гайфуллиных-Сафиных вместе с другими семьями-победителями конкурса принимала поздравления, там же в Москве произошло еще одно знаменательное событие. Здесь зажгли семейный очаг в сердце России. В церемонии участвовали пары со всей России, а Татарстан представляли супруги Самат и Сюмбель Зиаддиновы. И, к слову, вы с ними наверняка хорошо знакомы, ведь именно они здесь же, в Москве, на ВДНХ, в День Республики Татарстан, отпраздновали шикарную татарскую свадьбу. Счастливая семья – это, думаю, что семья, где все услышаны, все понимают друг друга, уступают друг другу. Я думаю, это счастливая семья. В Казани их встречали народными танцами и песнями прямо в аэропорту. В республике чаша с огнем будет храниться в центре семьи Казан. И уже от нее молодые пары не только из Казани, но и других регионов Поволжья смогут зажечь свой семейный очаг. И, кстати, совпадение или нет, но Сюмбель и Самат Зиаддиновы выросли в многодетных семьях. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин отметил, что семья, в которой много детей, это основа будущего
России – это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа. Торжественный прием в их честь в Казанском Кремле тоже традиция. Рустам Минниханов отметил, успешные многодетные семьи – гордость республики. За последние 10 лет их количество в Татарстане выросло вдвое. Знак особого отличия – орден Мать-Героиня. За огромный вклад в воспитание детей указом Владимира Путина Наиле Галиевой из Балтасинского района присвоено звание «Мать-Героиня». Она воспитала 10 детей, 6 сыновей и 4 дочери. Наиля Галиева – первая женщина в республике, которая удостоена этой высокой государственной награды. Ее учредили 2 года назад. Семья Галиевых уже знакома нашим зрителям. Наиля Галиева и ее муж также из многодетных семей. Их дети стали медиками, педагогами, фермерами, механиками. Сейчас у Наили Абубакаровны 18 внуков и 1 правнучка. Нам дети всегда помогали. Перед тем, как пойти доить корову, тесто замесить успеваю. Пока я приду, девочки уже все испекут. Мальчики за живностью смотрели. Мы очень благодарны родителям. Главное, что они воспитали в нас, это любовь к друг другу. У нас очень крепкие родственные связи. Друг за друга горой. У Иршата и Чулпан Ханифовых из Аксубаевского района 5 детей. Старший студент, младшему всего 4. За заслуги в укреплении института семьи указом Владимира Путина они удостоены медали ордена «Родительская слава». Сначала я не поверила, конечно. Потому что очень долго я ждала этого момента. Наша задача – обеспечить широкое распространение традиционных семейных ценностей и позитивного жизненного опыта больших, крепких семей. Тимур Бекмурзин, Дина Газалиева, Александр Ярошов и Дмитрий Шилов. 7 дней. Москва, Казань.